Дорогие братья и сестры Аланы, сегодня я обращаюсь к вам, ко всему вашему народу, не разделяя его на Северную и Южную Осетию, ко всем вам, осетинам, Аланам. Поздравляю вас с праздником, грядущим праздником тысячелетия существования Аланской митрополии. Вы стали христианами еще до крещения Руси, до князя Владимира. Ненадолго, конечно, там, но более 150 лет вы опередили. При императоре, кажется, Льве VI, но точно при патриархе Николае Мистике была послана Аланская миссия, и ваши князья и вельможи, ваши первые люди подклонились под иго Христова и крестили народ свой, и вы с любовью приняли христианскую веру. Этот праздник не ваш, только это праздник всей Российской Федерации, потому что самые древние храмы на территории Российской Федерации находятся у вас. В городище Архыз, которое нам всем известно только по названию воды, на самом деле это древнее историческое место. И речка Зеленчуг, и вот там в этих краях есть, по крайней мере, 3 древнейших храма. Еще мы не были христианами, русские, а уже вы, аланы, были христианами и строили великолепные храмы в традициях такой кавказской архитектуры. То, что потом мы видим там в Грузии, в Армении и прочее, прочее. Так вот, праздник этот общий, он не ваш, он наш. И я бы очень хотел, дорогие братья Аланы, чтобы вы сделали все так, чтобы праздник разошелся по всем уголкам, весям, по всем селам и городам вашей республики, и Северной, и Южной Осетии. Чтобы местные власти это не пропустили мимо рук, между пальцев, и чтобы вы не дали им этого сделать, чтобы вы пришли к своему сельскому главе, чтобы городскому главе, чтобы мэрам сказали: слушайте, у нас праздник, слушайте, мы древнее, чем русские в христианстве. Мы живем в Российской Федерации, там русских вроде много, они христиане, но мы еще больше христиане, чем русские, мы древнее. Да, потом было исламское завоевание, да, потом было забвение веры, да, потом было там язычество возвращалось, там, потом при Екатерине нужно было второй раз заново крестить этот народ, но все равно корни у нас очень глубокие, поэтому не прячьте славу свою в дальний угол, под стол, под сукно, в тумбочку, как чиновник может запрятать в тумбочку какой-то важный документ, он себе там лежит, никто не знает. Очень важно, чтобы сначала сверху, с главы республики и вниз по министерствам культуры, молодежи и спорта, там какие-то есть еще министерства профильные такие, чтобы все это двигалось, и чтобы в каждом селе знали: 1100 лет митрополии Аланской, мы христиане. И открыли Евангелие. Что такое быть христианином? Открыли Евангелие, прочитали заповеди Господни, почитали про Господа Иисуса Христа, повенчались с женами невенчанными. Это будет праздник, если невенчанные повенчаются с женами своими. Скажут: я люблю тебя, я с тобой прожил уже 20 лет, еще с тобой 100 лет хочу прожить, я тебе буду верный, я с тобой венчаюсь. И детей рожали бы еще, и абортов бы не делали, и храмы новые построили, закон Божий бы в школе ввели, и начали бы проповедовать Слово Божие и на аланском языке, и на русском языке, и на других языках Кавказа. А вас же там мало христиан на Кавказе. У нас все люди братья. Мы любим на самом деле и тех, и этих, и пятых, и десятых. И армяне вроде бы с нами вместе не в одной церковной семье. Но мы любим армян. И грузины наши братья, и осетины наши братья, и, конечно же, и все инохчи наши братья сегодня, особенно когда война, когда все воюют плечо к плечу. Но ваша миссия особая. Вы в меньшинстве на Кавказе. Все-таки Кавказ – это сложный регион, многонациональный, там сотни национальностей, и подавляющее большинство из них не христиане. Нужно любить всех, но христианство нужно хранить. Поэтому мы вам желаем, отсюда из Москвы, желаем вам, чтобы вы удобрили свои корни. То есть корни-то глубокие. И если пень замер в пыли, как Исаия пишет, и уже нет на этом ничего, а только почует воду и начинает пускать новые побеги. Поэтому вот это вы. Значит, вы не замерли, вы живете, но нужно пустить новые побеги. И праздник крещения Алании и существования Аланской митрополии должен быть всенародным, всереспубликанским. В каждом городе и селе, в каждой церкви, в каждом доме культуры, в каждом районе администрации, чтобы все знали, нам нужно какой-то конкурс сделать, там, народного танца, например, там каких-то юношеских состязаний, там, допустим, там, рисунка, там, песни, там, что-то там еще, молебен, там, колокольный звон, там, что-то еще, чтобы везде все знали это. Алания празднует 1100 лет Аланской митрополии. Вот я вам этого желаю, чтобы ваша сила была нашей радостью, а наша сила была вашей радостью, чтобы мы менялись силой и радостью. Вам хорошо, нам хорошо, нам хорошо, вам хорошо. Вот так живут христиане, Ты сильный, и мне хорошо, я сильный, тебе спокойно. И у нас общая слава, наша слава Христос.
То есть на Кавказ вам принесли Иисуса Христа, в эти красивые горы, в эти высокое небо, к этим парящим орлам, к этим целебным источникам пришло имя Иисуса Христа. Это вообще, это красота. Любите Господа и покажите нам пример русским, что вы умеете праздновать свои церковные праздники. И дергайте там за пиджаки своих начальников, чтобы они не спали, а сделали все как надо. А мы будем рады за вас. Спасибо.